Жуткое зрелище. Подсолнечник, зимующий на полях. Есть в этом, кажется, что-то неправильное. Вопреки всему, несгибаемый и как будто никому не нужный. Он еще жив, он не падает. Любой обратит внимание, поплачет и поедет дальше. Можно попытаться спасти некоторых, но разве удастся спасти всех, если их столько? Руки опускаются. Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от долгих отлагательств. Не потому ли мы посчитали обреченными и эти подсолнухи, которые тоже, кажется, никому не нужны? Не потому ли, что их множество, а человека мало? Человека-пассионария, получившего достаточно солнечного света, чтобы не только не падать, но и приподнимать остальных, поднимать то, что еще не упало, воспламенять тех, кто еще не угас. Даже самые широкие реки начинаются с крохотных ручейков. Не сразу, но река обретает мощь. Люди способны на что-то подобное. В 2023 году потрясающей церкви в селе Юматово Верхнеуслонского района исполнилось 200 лет. 1823 год, классицизм и, возможно, даже архитектор Пятницкий. Тот самый, который строил Казанский университет. Параллели видны. Юматовский двухэтажный храм легко отличим от прочих, благодаря вот этим портикам на южном и северном фасадах, ряду из 4 колонн, подпирающих треугольную крышу. Колонны – это то, что уцелело за 2 столетия, но колонны подпирают не каждую крышу, и вот эти кадры можно оставить без комментариев. Десятилетиями люди в выученной беспомощности взирали на эти руины. Ноша оказалась неподъемной. Как 3 десяткам местных жителей осилить такой масштаб работ? Нужен был такой, запал. Вот. Как оказалось, все они ждали какой-то подсказки, какого-то толчка для того, чтобы потрудиться. Владислав Ларкин – один из авторов проекта, перевернувшего буквально внутренний мир не только наших церквей, но и наших жителей. Проект «Куда ведут ручьи» – это команда единомышленников, волонтеров, строителей, благотворителей, увлеченная одной идеей – спасти и сохранить. С этой церкви и начинался когда-то проект. Сюда, 5 лет назад, впервые пришли люди с хорошими намерениями со стороны и просто объяснили, что все великое начинается с малого. И первый вопрос был у них, что мы можем сделать? И вот ребята сказали, что можно начать с уборки, можно сделать несколько полочек для икон, можно запалить или окна, чтобы свечи не задувало. И вот когда мы приехали спустя 3 или 4 дня после этой встречи с местными, мы увидели, что уже все убрано, что сколочен помост, что окна прикрыты поликарбонатом, что висят полочки, что стоят иконы, что цветы повсюду. То, что не могли сделать за несколько десятилетий, местные жители сделали за 4 дня. На первом этаже двухэтажной сохранившейся центральной части церкви, где еще недавно скотина паслась, теперь уют и даже тепло. Тут папуасов нет, все православные, поэтому все верят в Бога, все покоятся с крестами, все живут по истинам.
по проповедям. И за счет этого храма, вы знаете, как-то даже вот жители села как-то сплотились у нас. Стали приходить в храм. Потом мы провели день села. Вот когда мы первую службу провели, и вот когда потом вот так вот сели, да, вы знаете, вот как будто вот все предки наши, все собрались, и все на нас смотрят и служат, что они прошли это, с нами эту службу, отслужили. Вот у нас, вот у меня даже мурашки по телу, но вот действительно мы тогда все вот так вот смотрим друг на друга. Такое чувство было, что вот все очень рады всему этому, что вот эта церковь не скоро, но восстановится, все равно. Мы в это верим. Первым мы, конечно, восстановили чижи, вот эти, потому что они были в 90-х годах срезанные, а без этого, ну, конструктив здания, то есть мог просто разойтись. Эти колокола пожертвовали же нам вот позапрошлом году из Тутаева города, а до этого, ну, где-то местные были, может быть, в Вятской губернии где-то, ну, литье где-то было. То есть до революции стояли колокола, но ни один колокол не уцелел. Звуковые и смысловые волны с тех пор разошлись от Юматова по округе на многие тысячи километров даже. Оказалось, что кашу можно сварить и из топора. С тех пор здесь успели укрыть металлом кровлю основной части храма, установить окна, а вскоре займутся кровлей трапезной части, той, что отсутствует вовсе, и колокольней. Разумеется, у жителей никогда не найдется столько денег, поэтому волонтеры первым делом организовали сбор пожертвований в социальных сетях, и, разумеется, и этого оказалось мало. Но это был вызов. Какое-то количество пожертвований, конечно, начало приходить, но практика показывает, что это примерно от 0 до 7, может быть, 8% от того, что реально тратится. И, конечно, здесь большое значение имеют люди, которые имеют определенный достаток и готовы поучаствовать. Вот. Но в последнее время местное население, местные жители, несмотря на то, что их мало здесь, они могут достаточно серьезный вклад нести, в том числе и финансовый. Потому что у всех есть близкие, у всех есть родственники, дети, и все они начинают подключаться, потому что во всех даже телефонных звонках к своим близким первая новость, как у вас дела, люди рассказывают о том, что у них восстановление храма началось. Вот все как бы на второй план уходит, потому что это событие для села, оно самое важное, и люди не могут об этом не говорить. Это очень интересный храм. С этого храма началось мое личное знакомство с этим проектом. Я тогда был, ну и сейчас являюсь директором Центра развития сельских территорий. И вот Владислав меня сюда привез и говорит, вот посмотри, какие есть здесь у нас жемчужины сельские, им вот нужно помочь, и у нас вот нет оборудования. Указывал на трещины в стенах. Уже вот заделанные, они, мы да, видим. сейчас они уже заделаны, тогда они были такие зияющие. Вот этот вот пролом, который тоже заделан, был как есть вот для заезда трактора. У нас вот и здесь родилось такое предложение, что давай мы объединим тогда усилия и соорудим какой-то совместный проект. Вот этим проектом «Куда ведут ручьи» он, собственно говоря, и стал. Вот так, если смотреть на церковь со стороны, так вот, подходя, подлетая к ней, то, конечно, кажется, что абсолютно ничего не сделано, и церковь как разрушалась, так и разрушается. Но как только ты заходишь сюда, начинаешь осматривать эти стены, видишь эти ручейки, которые бегут уже по стенам, ты понимаешь, что огромная работа проделана. Да, не так быстро, но вот по-другому нет. Мы, конечно, может быть, мечтаем, чтобы можно было работать как фонд Возрождения в Свияжске или в Болгорах, да, когда можно огромным ресурсом сразу на ограниченной территории сделать все. Но поскольку вот у нас сегодня в проекте порядка 30 храмов с разной степенью участия, то мы вот, как уже и говорил, везде ставим какие-то вот такие вот костылечки, подпорочки, двигаемся медленно. «28 храмов, на которых идут сейчас работы в рамках проекта «Куда ведут ручьи». Все они разные, как люди. У каждой церкви свой возраст и свой диагноз. Вот бабушка из села Косякова Зеленодольского района.
Бабушке 270 лет, это 1751 год постройки. Гараж, зернохранилище, техстанция, чего тут только не было до 1976 года, в котором храм совсем опустел. Всего этого уже не видели многочисленные с чудом сохранившихся святых на фресках храма, фресках XVIII века, насильно ослепленные какими-то недалекими вандалами из далекого прошлого. История из Юматова повторилась и здесь. Местные жители, и не помышлявшие даже о том, чтобы сделать тут что-то своими руками, быстро включились в работу. Мусора было очень много, потому что все обвалено было. Здесь весь пол был мазут, наверное, на полметра. Все пропитано. Вот мы все вычищали, все выдалбливали, все вывозили. А потом уже начали потихоньку ПГС, песок, вот это вот все, камень, все начали заливать, женщин мешать, таскать, деть с нами где чего. И вот так потихоньку все сделалось. Сейчас, слава Богу, как говорится, что есть, то есть. Внешний вид церкви с тех пор, кажется, не сильно изменился, но перемены происходят. Уже есть кровля у основной части храма, восстановлены своды пределов, основания колокольни. Идеал – это, конечно, полная реставрация, но до идеала иногда просто не добраться. По-прежнему не хватает людей и средств, и просто спасение уникального памятника истории и архитектуры – это уже победа. Вы знаете, как получается? Вот многих пугают эти суммы. Всем кажется, что огромные средства нужны для того, чтобы храм восстановить. Мы сейчас говорим в первую очередь о сохранении того, что еще можно сохранить. И противоаварийные и консервационные работы, они не настолько финансово емкие. У нас так мало, что охватить даже республику, я уж не говорю про всю Россию, очень сложно. И тут главная задача – вовлечь в сохранение местное население. В селе Тихий Плес Верхнеуслонского района новые люди пока появляются лишь с приходом весны. Вымерло село, одни дачники. И некому, конечно, было заниматься этим величественным храмом конца XIX века. Тем более, что снаружи он выглядит вполне прилично, не сильно поизносился за 140 лет. Да и подновляли его недавно старообрядцы, которые тут обитали. Но внутри это рыцарь печального образа. Архитектурно он, конечно, сохранился очень хорошо, стены его крепкие, своды его целые, но внутри он обветшал, фрески в значительной степени. Все попадало, я вижу. Все попадало, да, истерлось, испортилось. К сожалению, вот так вот, да? Мы все время можем потрогать что-то высокое только тогда, когда оно уже упало. Уже на треть отлетело. Вот да. Сколько-то лет, и этого не останется, да? Да. К сожалению, невозможно даже как-то законсервировать, потому что для того, чтобы все это сохранилось, храму нужен стабильный микроклимат его собственный. Вообще стены – это, конечно, такая работа, она много миллионов денег требует, да? Ну да, если восстанавливать росписи, то это, конечно, работа, которая чуть ли не в квадратных сантиметрах оценивается. Да, в голове цифр не хватит, да, вот так вот сходу посчитать ее стоимость. Они не волшебники и отдают себе отчет в том, что на некоторые перемены уйдут, возможно, десятилетия. Что можно сделать уже сейчас? А ровно то, что и сделано уже. Где-то подновить или восстановить стены, сделать пол, уберечь храм от дальнейших разрушений и вставить окна. А окна, кстати, здесь исторически достоверны. Поставить скамейки, провести здесь несколько фестивалей, чтобы обратить внимание на село. И это уже выдающееся достижение. Уже несколько ручейков. Но нужен еще один. Что будете делать еще? Будет зависеть от того,
насколько вовлечется народ. Стараемся не действовать от себя, а стараемся помогать тем, кто хочет восстановить то, что есть у них. Вам интересно, чтобы он ожил? Вам интересно, чтобы он сохранился? А если нет? Ну, если нет, то мы стараемся сделать тот минимум, который храму нужен, необходим, чтобы не упасть. Ну, вы знаете, это уже все, это уже, я даже если одну игрушку в день не свяжу, у меня день как будто просто так прошел. Я стараюсь хотя бы по одной игрушечке в день вязать. Сначала я вязала своим внучкам, а потом я подумала, почему бы, не начать, по крайней мере, собирать деньги на колокола в храм. Я, конечно, понимала, что много на них не заработаешь, и колокола не удастся там большие, там новые купить. Ну вот удалось, 2 колокола мы взяли. Вот он, тот ручеек, что так необходим для большого проекта. Несколько десятков проданных мягких игрушек, созданных Светланой Мухтасаровой из села Каинки Верхнеуслонского района, хватило на 2 небольших колокола для местной церкви. Эти несколько десятков тысяч рублей Светлана могла бы положить и в собственный карман, кто откажется. Но восстановление церкви в Каинках к тому времени уже началось, и совсем немногие из 30 оставшихся местных жителей материально и физически были в состоянии поучаствовать в этом. Светлана тогда ударила в колокол в прямом и переносном смыслах слова. Поддерживают многие. Многие, конечно, было тяжело и плакала. Осуждали, зачем вам это нужно. А сейчас уже как-то начали понимать. Местные вот тоже люди начали в храм ходить на службу и помогать начали. Вот ждем весны, будем субботник устраивать. Я думаю, что если нам этот храм оставили, наши потомки, мы должны его сохранить для своих потомков, чтобы он не разрушался, по крайней мере. Муж Светланы Фанис Мухтасаров, татарин, уже подновил в церкви решетки на окнах и восстановил исторические металлические входные двери. Да что-то я как бы сам с собой, что ли, поспорил. Я в кузнице работал. Думаю, это же люди делали. Ну, а что я? И вы это делали, конечно, за просто так? Ну, естественно. Я их еще покупал. Церкви в Каинках 120 лет в этом году. Она уже из 20 века, но и этого времени хватило. Фрески утрачены навсегда. Вместе с традиционными противоаварийными работами идут и другие, реставрационные. Сделаны полы, вставлены окна, и вскоре приступят к восстановлению одного из куполов храма. Впрочем, пока мы готовили этот материал, событие уже произошло в наше отсутствие. И счастливые жители и строители поделились с нами вот этими кадрами. Деревянное основание купола в Каинках установлено. И это, как говорится, всем миром. Многие идут навстречу. То есть один маленько снизил цену, как-то вот я вот так вот могу помочь, другой смонтировал бесплатно, третий доставил их, привез там на своей машине. Там, То есть ручейки сливаются как-то в один ручей? Да. То есть вот, мы надеемся, что когда-нибудь это будет уже река, да, может быть, такая бурная. Не сразу, но помощь приходит. Жители села, бывшие жители села, которых тоже стараются привлечь, да просто посторонние люди, которых уже привлекают вот такие пассионарии с их солнечными зайчиками, как Светлана Мухтасарова. Каинки потихоньку поднялись на следующую ступень благородства. А ребята вообще молодцы. Вот только благодаря им началось движение здесь у нас. Будут люди, придут. Даже вот сейчас уже находятся люди, которые здесь уже давно не живут. Уже были звонки, что предлагали какую-то помощь.
Проект «Куда ведут ручьи» сложнее, чем кажется. Прямо как вот эта церковь в селе Державино Лаишевского района. Перед нами один из самых старых храмов республики. Второй, ни много ни мало. Он лишь на 3 года младше рекордсмена. Это 1715 год. Но видим мы по большей части иное. Колокольня, 2-й этаж, трапезная на 1-м этаже – это все конец XIX века. Церковь закрыли в 1937-м, но в конце 90-х годов XX века провели не совсем удачную, но консервацию и даже реставрацию. Покрыли крышу, сделали купола, кресты и даже зачем-то заасфальтировали не территорию вокруг, а сам храм, причем полностью вплоть до алтаря. Но, тем не менее, сегодня новые молодые реставраторы уже могут приступить именно к реставрации. Вот эту самую старую часть храма скоро будет не узнать. Медленно, рабочих рук и тут не хватает, но работа идет. И не только знакомая уже нам работа. Мы сказали, что проект «Куда ведут ручьи» сложнее, чем кажется. Дело в том, что это и образовательный, просветительский, краеведческий, исторический проект. Именно здесь, в Державино, вот в этой более поздней части церкви XIX века появится нечто новое. Памятник в памятнике. Это новое музейное и культурное пространство. Если в той части храма восстанавливается храм в его первозданности, то здесь, как мы говорим, это будет такой некий лофт, да? То есть, чтобы не вкладывать огромные деньги в организацию этого пространства, мы оставим стены примерно вот такими, как они и сейчас, поменяем только пол. Это пространство, оно у нас родилось, с одной стороны, как в Лаишево, как квинтэссенция всех храмов. Храмов много, очень много, да? Какие-то действуют, какие-то разрушены. Вот. Но нет такого, который собрал бы воедино на своей территории локальную историю Лаишевского уезда, к примеру, ну и любого другого уезда в последующем. И мысль была в том, чтобы вот такое вот лекционное, экспозиционное пространство, оно появилось здесь, в Державино. Здесь в одном месте мы делаем несколько срезов. Это срез генеалогии, истории местных фамилий, местных родов, с учетом того, что прошло много времени, внуки, правнуки уехавших, и уже достаточно много. И вот это вот сообщество, для которых это ценно, оно тоже может быть обширным. Локальная история этого места, которая вписана в историю большой страны. То есть мы знаем, что этой землей владел род Державиных еще до рождения самого Гавриила Романовича, да? То есть вот как она вписана в большую историю. Сам проект называется «Державинское собрание», и он собирает в себе все вот эти пласты – генеалогии, истории, краеведения, фольклора, локальная история, вписанные в большую историю. Вот такой вот букет получается. Куда ведут ручьи? Оказывается, не только к возвращению храмов, но и к возвращению памяти места. Исторические и краеведческие исследования проводят в каждом из 28 храмов. Это комплексная, сложная работа, и она тоже приносит плоды. Артур Тумаков, историк проекта, то и дело совершает открытия. Вот как здесь, в Державино. Нашлась очень интересная информация, даже уникальная, что здесь, в селе Державино, в 1715 году была учреждена Гефсиманская пустынь. То есть это такая предтеча будущего монастыря. Одного из таких самых таинственных монастырей нашего края, потому что по нему информации практически никакой нет, только единственное, можно сказать, упоминание. Первое время это был монастырь, такой, можно сказать, как пустынь, учрежденный для лечения раненых воинов, скорее всего, периода Шведской войны, тогда еще царя Петра I. И этот монастырь был учрежден, тем более за здравие государя, так и пишется в документах Петра I. Мы почти ничего не сказали об истории каждого из этих храмов, просто потому, что это совершенно отдельная повесть. Но как не упомянуть, что, например, юматовские помещики Геркины были в тесном родстве с баратынскими, здесь захоронены дети поэта. На средства Геркинов
и была построена церковь в Юматово. Но и это еще не вся история. Павел Петрович Есипов – это основатель нашего городского театра. Именно здесь, в этом селе, возник первый крепостной театр. Это конец 18-го, начало 19 века. Первые крепостные театры стали всюду появляться. И вот Большой театр – это Шереметьевский знаменитый театр, который с Кусково связан. Здесь Есипов владел своим театром, и его труппа стала первой городской нашей труппой. Театр его был построен уже в городе в 1802 году. А за 4 года до этого он организовал постановку для приехавшего в то время императора Павла I. Происходило это в Кремле, и он был настолько впечатлен высоким уровнем. И Есипов предложил организовать театр, и буквально вот за несколько лет он был построен. Церковь в Тихом Плесе – это еще и история крупного казанского торговца и промышленника Павла Александровича Прибыткова. Она строилась в основном за его счет, но построили всего за 5 лет. Но он потратил на него что-то, какое-то астрономическое количество денег, которых хватило бы на много деревянных. Да, действительно, потому что на то время, судя по тому количеству средств, которые он потратил, там сумма называлась более 50 тысяч рублей, но это по тем временам, потому что люди уже сведущие в этих строительных суммах, сметах, подсчитали, что не менее вот этой суммы Прибытков должен был потратить. И он эту сумму потратил, а тогда можно было построить деревянные храмы с полным оснащением буквально в 5-6 и даже больше населенных пунктах на территории нашего края. В Каинках, где жителям пришлось самим, прямо как сегодня отчасти, поднимать такую громадину, стройка шла с перерывами 13 лет. Это тоже подвиг. Но будущие гости села в первую очередь, конечно, услышат другую историю. Именно в этой церкви венчался человек, хорошо известный каждому в стране. Политический деятель, председатель Временного правительства Александр Федорович Керенский. Было в начале 20 века, он венчался на дочери местного землевладельца. Она приходится родственником к помещикам Васильевым на Ольге Львовне Барановской. Ну и, конечно, здесь же еще бывали их дети, потому что сам Керенский он потом повторно еще женился, у него был второй брак. А вот дети с первого брака, они вот проводили летнее время, вот именно в начале 20 века, 910-е, еще в этом месте. Эти храмы – памятники истории и архитектуры, объекты культурного наследия. И проект «Куда ведут ручьи» – это не проект возрождения религии, он совсем о другом. Каждый из храмов – неповторимое произведение искусства. Не только потому, что они такие разные, потому что мы уже просто не в состоянии такое повторить. Меняться к лучшему могут не только наши памятники и святые места. На это способны и сами люди. Ручьи, каждый из которых, казалось бы, слишком мелок для образования бурных потоков, ручьи, сливаясь, образуют критическую массу, способную на многое. Да, большая река образуется благодаря вот этим ручейкам маленьким. И то, насколько быстрым будет течение в этой реке, зависит от нас, от того, сколько этих ручьев вольется. И мы видим, что вот за эти 5,5 лет, которые мы трудимся, размер этой реки и скорость течения, она увеличивается. И важен каждый. Если у вас есть желание и возможность поучаствовать в чем-то по-настоящему важном, найдите этих людей. Они у вас в кармане, в вашем телефоне. Это дело 5 минут. И это большое дело на всю жизнь. Мы знаем, что если ничего не делать, то многие из этих храмов, на которых мы сегодня работаем, через 10-20 лет могут либо исчезнуть совсем, либо получить критические повреждения. Поэтому стараемся хотя бы сохранить для
тех, кто, может быть, через 10, через 20 лет, кто знает, может быть, у нас начнется процесс дезурбанизации, да, то есть могут люди переезжать, да, из города в село. Со временем этот храм приобретет свою паству из тех, кто будет приезжать в эти места и селиться здесь. Я в это искренне верю, потому что агломерация казанская развивается очень бурно. И Свияжск находится в 60 километрах, эти некоторые села 30-40 километров, не расстояние на самом деле. А летом это здесь просто благодать. Так что и в Тихом Плесе там тоже будут свои насельники, будут специально приезжать. Это тоже хорошая практика, просто ради богослужения. И 200 храмов нашей республики, если объединиться все вместе, мы можем спасти, мы можем сохранить. И нужно поторопиться, потому что время работает сейчас против нас. Жуткое зрелище. Подсолнечник, зимующий на полях. Есть в этом, кажется, что-то неправильное. Но это кажется. Вовремя не убранный по веским причинам или еще не успевший дозреть до осенней распутицы, он оставлен в полях до лучших времен. Он не пропал. Он способен пережить эту зиму. Каждый здесь выживет и даст семя, если не упадет. Только если не упадет. Весна, к счастью, уже близко. Весна, которая снова убеждает нас. Нет ничего жуткого в том, что нам таковым кажется. Сильное впечатление зачастую рождают слабые представления. Так погибают замыслы с размахом от долгих отлагательств. Разбуженная солнечным светом наша прохладца потечет вскоре бесчисленными ручейками к этим уцелевшим семенам из солнечного света. Каждый еще может быть спасен, если не упадет. Только если не упадет. Только если не упадет. Только если не упадет.